Для чего нужна оптимизация? Нерингринцы не понимают, что даст программа объединения детских учреждений, которые сегодня продвигают местные власти. В городе прошла межведомственная комиссия, где оценивали последствия оптимизации соцкультбыта, рассказывает Екатерина Павлова. 33-летний старший тренер-преподаватель спортивной школы «Триумф» Александр Самойлов посвятил боксу 27 лет жизни и крайне возмущен тем, что родную школу ждет вливание в состав спортивной школы «Лидер». Сегодня «Триумф» владеет бессрочной лицензией на свою деятельность. Александр обеспокоен тем, что при ликвидации юридического лица на секции бокса и тяжелой атлетики придется получать новую лицензию, что в связи с оптимизацией школа будет закрыта и потеряет возможность проводить всероссийские ежегодные соревнования класса А и класса Б. Тренеры школы гордятся своими выпускниками, а это 3 мастера спорта России международного класса, 47 мастеров спорта России и СССР. Сегодня в «Триумфе» более 500 воспитанников. Но нерюнгринские власти уверяют, что для ребят все останется по-прежнему. Это, безусловно, не первый процесс, который проходил в Нерюнгринском районе по укрупнению сети образовательных учреждений, в том числе спортивных. В свое время школа бокса и школа спортивный Олимп были объединены, и как раз получилась спортивная школа «Триумф». Сейчас следующим этапом является дальнейшее укрупнение спортивной сети, и образовательные услуги, спортивные секции остаются в полном объеме, а также все педагоги, которые работают и заняты по подготовке с детьми к спортивным достижениям, также продолжают свою деятельность. Сегодня в процесс оптимизации в Нерюнгринском районе включены несколько школ, дошкольных учреждений и муниципальных спортивных школ. Данные мероприятия направлены прежде всего на повышение эффективности деятельности управленческих кадров. Происходит, по сути, укрупнение муниципальных учреждений, и, по сути, у нескольких учреждений будет одно юридическое лицо и один директор. Это поможет преодолеть ряд вопросов организационного, технического характера, которые на данный момент блокируют и снижают темпы работы по ряду вопросов. Но родители негативно и с недоверием воспринимают такие планы, требуют остановить оптимизацию, считая, что власти экономят не там, где нужно. Некоторые местные депутаты поддерживают их переживания. Я бы не стал это объединять. Не такая большая экономия для районного бюджета, чтобы рисковать вот такими моментами. Объединить можно все, упразднить можно все. Возрождать потом будет сложнее. Нужно обращать внимание на ремонт этих школ, на развитие этих школ, а не закрывать. По логике, все усовершенствования должны проводиться для улучшения деятельности самих учреждений, чтобы они могли успешно развиваться. Но какими будут последствия предлагаемых изменений и не будет ли от них только хуже, покажет время. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.